председатель молодежной палаты Пресненского района. Моя команда сзади стоит скромно. Это ребята, которые помогают делать много проектов, которые мы реализовываем с молодежной палатой. И, собственно, непосредственно вот это мероприятие тоже. Ну, ролик меня, собственно, тоже впечатлил, когда я его первый раз посмотрела. Думаю, у вас вот тоже много интересных эмоций, так скажем. Сейчас я хочу пригласить сюда. У нас очень много интересных будет вещей, которые мы хотим вам показать. И режиссер Татарского народного театра Диляфрус Дежурова хотела подарить книгу библиотеки Бунина. Очень много работы с татарской национальной культурой. И мы рады, что есть в Москве такая библиотека. Вам большое спасибо в труде, больших успехов. Я вам подарю татарскую, и на русском языке написано, на 2 языках, о нашем театре. Я подарю вам, Марина. Да, и обязательно в библиотеке. Да. Приходите. Всех приглашаем 27 ноября в 5 часов в Татарском культурном центре будет презентация этой книги. Приходите, будет весело. Спасибо большое. Рахмет. Да, представитель татарской культуры. Может, вы знаете, да, татар очень много в Москве. Это 3-я по численности национальность, которая живет в городе. Татары очень хорошо населили вообще расселились по всей стране. Это 2-я национальность в России. Сейчас у нас будет концертная программа, но перед этим я хочу вам представить человека и представителя полномочного представительства Республики Татарстан, которые, собственно, сделали для вас такой праздник, концертную программу, музей, да, и заведующий сектором общественных связей полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации Ахмаева Наиля Рафаиловна. Добрый вечер, дорогие гости сегодняшнего вечера, мероприятия. Имею честь приветствовать вас от имени полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации. Очень хорошо, что вот такие мероприятия проходят, и это очень сближает людей разных национальностей, и мы должны знать, что в нашей стране очень много народностей, национальностей, и мы должны дружить. В Татарстане более 100 национальностей, и они, как известно, все живут в дружбе. И вы видели в ролике это все, по ролику все узнали, и не хочется повторяться. Просто единственное, я хочу сказать, что побольше бы молодежи на таких мероприятиях. Но начало положено, я считаю, что, может быть, молодежь тоже подтянется. Вот. Большое спасибо, что проводите такие мероприятия. И я долго не буду занимать ваше время, потому что о Татарстане можно говорить бесконечно, какой он прекрасный регион, динамичный, развивающийся, дружный, очень много праздников национальных одинаково хорошо проводится, и татарский Сабантуй, и чувашский Уяв, и мордовский Гербер, Навруз, Каравон русский. Множество таких национальных праздников проводится в Татарстане. Я хочу пригласить, сама это скажу, хочу пригласить к вашему вниманию Занзамию Ханом Сахабудинову, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, руководителя детского татарского ансамбля, фольклорного ансамбля «Шатлык». Она вам расскажет о быте татар,
о старинных вещах. Там вот экспозицию, наверное, видели. Там старинные вещи. Пусть она вам это расскажет. Спасибо за внимание. И сейчас момент, Марина, я хотела подарить вот книжки и музею Бунина. Вот тебе лично татарскую кухню, чтобы ты пекла вкусные пироги, перемечи, треугольники, чпачмаки. А это то, что вот проходят вот такие мероприятия, руководство библиотеки. Передайте, пожалуйста, это уже традиция, потому что это прекрасная книга про Татарстан. Это тоже татарская. Спасибо большое. Хайырлы кич, кадерлі достар. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу рассказать. 2014 года вот у нас Куша, это Бильбао называется. Девушки, когда выходили замуж, готовили они приданное. Вот это Кушак, Бильбао. Если Бильбао не было, нету, считались, что девушка бедной семьи. Когда после свадьбы жених завязывает себе это Бильбао, пояс, и идет косить сено. Если уже на поясе нет у него Бильбао, все считали, что невеста из бедной семьи. Это домотканное 2014 года. А это тоже приданное для жениха. Это чолгау, называется по-татарски, а по-русски портянка. Вот и раньше у нас некоторые говорят, что татары лапти не носили. Только кожаные ичиги, сапожки. И у мужчин черного цвета, натуральной кожи, а у женщины зеленого цвета, разные были цвета. Ну вот они, девушка готовила тоже домотканные 2014 года. Это приданное. Но они еще полотенцы готовили, сами, наверное, знаете, и, может, и вы сами тоже готовили, это, вышивали полотенцы крестиком там, вот. И они тоже также у нас. А это бабушки у нас носили в деревне, вот я помню бабушку, и она всегда носила этот платок. И если перед молитвой, значит, надо было идти, кумган, знаете, что такое? Перед молитвой обряд, они, вот, да, и завязывали платок так. А если уже в гости идти, завязывали вот так вперед. Ну, как вы знаете, у татарские у нас женщины волосы стараются не показывать в деревне. Когда замуж выходит, как-то у нас принято так. Но у меня экспонатов 100 с лишним, не всех я привезла. После концерта вы можете подойти посмотреть. Там куклы у меня, я коллекционирую. Тальян гармошка, это отцовский, 100 с лишним лет этой гармошки. Есть, значит, там платье у меня зеленого цвета, это городские татары, это, как сказать, ханом, госпожа одевали, такой фасон, и камзол, жилет, значит, это с левой стороны. В середине мужской костюм, это сценический, для певцов. Здесь вот с правой стороны костюм это для пожилых. И некоторые говорят узбекский. Там вы пройдете, посмотрите, как сшито. И ичиги, сапожки. А пожилые у нас тапочки одевают с орнаментом. Вот. А это уже платье для молодых. Некоторые, вот я сама еще точно хочу узнать, вот эти воланы, говорят, у кого сколько детей, столько воланов должно быть в платье. Сейчас уже молодежь старается
У нас, я смотрю, национальные сапожки заказывать, одевают. Я сама по Москве хожу вот в этих сапожках весной, осенью. И в Казань тоже так же еду, когда с коллективом детским ездим мы туда, выступаем в фестивалях, участвуем. Вот. И мы такие нарядные. Какие вопросы будут после концерта, пожалуйста, подойдите, я расскажу, там экспонаты есть.